Если 1 ноября старшеклассники вернулись за парты, то учащиеся младшего звена до сих пор остаются дома. У 135 педагогов региона подтвержден ковид. Осенние каникулы для учащихся начальных классов региона продлены еще на 1 неделю. Меры вынужденные. Парк преобразился, он очень интересен стал. В Сунже открыли обновленный городской парк. Мероприятие сопровождалось патриотической акцией «Память и слава ветеранам». Здесь монтированы линии кормления, поения, линии отопления и вентиляции. Производительность до 5000 тонн в год. Новые рабочие места и мясная продукция. Птицекомплекс «Южный». Расскажем о строительстве объекта. Проблема забытого мусора. Тревогу бьют жители микрорайона Юбилейный в Назране. Кто в ответе за экологическое безобразие и за что жителям выставили счета? Мы можем предположить, что это кусачка для ногтей и чистилка для ногтей. Предметы быта, одежда и украшения позднего средневековья. Музей краеведения пополнился новыми артефактами. Их передал Тамерлан Беков. На телеканале «Ингушетия», новости 24. Здравствуйте. Начинаем выпуск с трагической новости. На военном аэродроме Воронежской области в результате нападения солдата-срочника погибли 3 военнослужащих. Среди них наш земляк, рядовой Микаил Акталиев, 23-летний житель Икажева. Родные и близкие погибшего солдата выехали в Воронежскую область для разбирательства в ситуации. Подозреваемый в преступлении рядовой Антон Макаров. По данным следствия, в 5:30 в понедельник он с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. 2 из них погибли, 1 ранен. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье убийства 2 или более лиц, хищение оружия. Соболезнования родным погибших выразил глава региона Махмуд Али Калиматов. Цитата. От себя лично и ингушского народа выражаю слова соболезнования семьям погибших, терпения и сил родителям, родным и близким. Мики Аллах дал кахетам болп, дал геш толт, виж замотик, дал бяк люлцин. Осенние каникулы для учащихся 1-4 классов региона продлены еще на 1 неделю до 16 ноября. Несовершеннолетним запрещено находиться в местах массового скопления людей без родителей. Меры вынужденные. В Минобрнауки информируют, у 135 педагогов региона подтвержден COVID-19. Но необходимости переводить всех школьников на дистанционку нет. Репортаж Амины Боковой. 26 октября коридоры во всех школах республики опустели. Дети ушли на осенние каникулы. Если 1 ноября старшеклассники вернулись за парты, то учащиеся младшего звена до сих пор остаются дома. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял решение продлить каникулы для учащихся младших классов в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в республике 135 педагогов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Но закрывать на карантин школы или продлевать каникулы ученикам средних и старших классов нет необходимости, поясняют в Минобре региона. Эпидемиологическая ситуация пока позволяет проводить уроки в привычном режиме, но с соблюдением всех мер предосторожности. Особенно это касается учеников начальных классов и учителей старше 50 лет. Они в зоне риска. Дети именно этого возраста, согласно статистическим данным, являются особо скрытыми носителями вирусных инфекций. И в период начала осенне-зимнего периода они могут являться попадать в риски размножения данной инфекции. Это во-первых. А во-вторых, именно контингент учителей, которые преподают в начальной школе у нас, как правило, они относятся к старшей возрастной группе преподавателей и тоже попадают в такую зону риска. И эти меры были применены с той целью, чтобы максимально ограничить распространение коронавирусной инфекции среди нашего населения.
В школах, в которых зафиксированы случаи заболевания, сразу приняли ограничительные меры для защиты учащихся. Так, ранее 15 классов перевели на дистанционку. После 2 недель самоизоляции 14 возобновили очный процесс. Еще один класс готовится к завершению онлайн-обучения в связи с отсутствием подтвержденных диагнозов у ребят и педагогов. Итоговое сочинение «Допуск ЕГЭ», которое школьники напишут 2 декабря по всей стране, в Ингушетии также пройдет в привычном формате. 2 декабря в очном формате с соблюдением всех мер противоэпидемиологической ситуации, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима будет проведен этот экзамен, допуск, итоговое сочинение во всех пунктах проведения единого госэкзамена на территории Республики Ингушетия. Если раньше мы выборочно проводили итоговое сочинение в нескольких пунктах, в этом году планируется задействовать все пункты, где есть прямое видеонаблюдение, для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Во всех учебных заведениях республики соблюдаются меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Педагоги носят маски, соблюдают социальную дистанцию. Помещения в лицее своевременно обрабатываются специальным раствором. В рекреациях стоят диспансеры с дезинфицирующим средством. Классы снабжены дезинфицирующими средствами, чтобы дети могли мыть руки. Вы видите, что дверные ручки у нас тоже своевременно обрабатываются дезинфицирующим средством. Таким образом мы стараемся обезопасить от вирусов педагогов и учащихся. Сразу после публикации указа главы республики о продлении каникул в социальных сетях разгорелись споры. Некоторые жители уверены, что детей отправили на длительные каникулы из-за отсутствия денег на горячее питание. С 1 сентября в Республике Ингушетия 100% охват был обеспечен горячим питанием. Мы в числе тех регионов, которые без сбоев осуществляли данную программу, да? И дело в том, что никакого отношения к продлению каникул, обеспечение горячим питанием, либо наличие или отсутствие средств не имеет. Из федерального бюджета на проведение данного мероприятия выделено 53 миллиона для 45 учреждений, которые имеют полное соответствие с санитарным правилам и нормам. На остальные учреждения, которые сейчас на стадии оснащения, комплектования оборудованием находятся у нас, там выделены местного бюджета средства в размере 117 миллионов. Согласно указу главы региона, до конца ноября всем несовершеннолетним жителям также запрещено находиться в местах массового скопления людей без родителей и законных представителей. Напомню, 22 октября в Ингушетии был введен режим повышенной готовности. До 1 декабря запрещено проведение массовых мероприятий. Также рекомендовано перевести на дистанционную форму работы всех лиц в возрасте 65 лет и старше. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. В Сунже открыли обновленный городской парк. Его реконструкция стала возможна благодаря проекту формирования комфортной городской среды. Мероприятие сопровождалось патриотической акцией «Память и слава ветеранам», посвященной 75-й годовщине Победы. Хава Газикова с подробностями. Воспоминания об этих событиях не подвластны времени. 75 лет прошло с одной из самых жестоких войн за всю историю России. Группа студентов чтит память до вечного огня. Акцией памяти отмечает открытие столетнего городского парка памяти и славы после реконструкции. В последний раз он подвергся благоустройству несколько лет назад, а в этом году эти работы завершили, заменили освещение, озеленили и уложили новую плитку. Реконструкцию объекта приурочили к 75-летию Победы. Парк преобразился, он очень интересен стал. Было бы, конечно, приятно, если бы все вот за этим порядком и вот за этим удобством и красотой следили. Уважали бы и труд тех, кто этим занимается, и себя бы уважали прежде всего. Тогда бы не было бы ни вандализма, и было бы все прекрасно. Каждое утро я проходила через этот парк, была очень огорчена, что он находился в плачевном состоянии. Сейчас мы видим большие изменения, которые здесь произошли. Посажены новые деревья, маленькие ели, цветы, реконструирован
памятник. Память и слава ветеранам ВОВ. Акция объединила артистов районного дома культуры и студентов колледжа архитектуры и дизайна. Последние, к примеру, нарисовали полотно в батальном жанре, символично в длиной 75 метров. Джанета Хучбарова делится. Такой возможности выйти на улицу вместе со своими одногруппниками из-за эпид-обстановки ждала давно. Вы знаете, очень понравилось, потому что давно, уже года 2 я не участвовала здесь. И, по-моему, даже и не было, кроме новогодней елочки, такого вот празднества. Очень приятно. Многих не видишь с обыденностью своей занятости. 2020 год объявлен Владимиром Путиным годом памяти и славы. Основная цель таких мероприятий – это, конечно же, приобщить подрастающее поколение к памяти о трагических событиях и патриотическое воспитание. Благодаря всем тем, кто жил здесь, принимал участие в войне, те, кто погибли на подступах города Малгобека, всем им вечный покой. Символично, что обновленный парк открывают именно патриотическим мероприятием. Отныне он станет местом не только для проведения досуга жителей, но и таких памятных акций. Благоустроен объект в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24. Новые рабочие места и качественная мясная продукция. Птицекомплекс «Южный» готовят к запуску. Крупнейший инвестиционный проект по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки реализуют в Малгобекском районе. Производительность до 5000 тонн в год. Птицекомплекс покроет потребности регионального рынка, а также планирует поставки в российские субъекты и даже за рубеж. На каком этапе строительства узнала Дана Плиева. Масштабный современный объект по производству мяса индейки раскинулся почти на 100 гектарах земли. Началось строительство еще в 2015 году. Стоимость около 4 миллиардов рублей. Здесь будет соблюден весь процесс производства мяса, начиная с выращивания птицы. Сюда однодневный цыплята, площадка подращивания, 2 площадки. Дальше 4 площадки выращивания, комбикормовый завод, мясоперерабатывающий завод и пометохранилище. На сегодняшний день строительные работы завершены на 80%. На всей территории птицекомплекса проложены дороги протяженностью 17 километров. Протянуты новые линии электро-, водо- и газоснабжения. Отстроены некоторые площадки. К примеру, на этой 4-й находится ровно 6 птичников. В каждом уже вмонтированы специальные поилки и кормушки для пернатых и другие коммуникации. Здесь монтированы линии кормления, поения, линии отопления и вентиляции. Здесь 2 вида вентиляции, то есть продольные и поперечные, в зависимости от времени года. Сам птичник размерами 156,6 на 16 метров. Снаружи установлены бункеры кормораздачи. В принципе, у нас технологическое оборудование на данный момент смонтировано на 90%. Ну а остальное оборудование ждет своего часа на складе. Поставщики – Германия и Дания. Здесь намерены использовать самые современные технологии. Весь процесс на объекте будет автоматическим. Поение, кормление, включение, отключение вентиляции, там практически все автоматизировано, а далее просто оператор наблюдает за всем процессом. На начальном этапе таких птичников будет отстроено 15. Их расположат еще на 2 участках. Во дворе устроят пожарные очистные сооружения и санитарную зону для работников. Путь от одной площадки до следующей 2 километра. Расстояние определено не просто так. Если на одной среди птиц начнется болезнь, инфекция не сможет перекинуться на другую. Всего таких площадок 10, и рабочий процесс на каждой разный. Если на 4-й площадке работы почти завершены, здесь на 10-й они начаты только недавно. Здесь идет строительство очистных сооружений, цеха по утилизации отходов, а также насосной станции. Одновременно тут трудится 20 рабочих. Пока главный акцент сделан на строительство очистных сооружений. Земляные работы позади, ведутся монолитные по устройству резервуаров. Они занимаются монтаж арматурных каркасов и установка опалубки для резервуаров. Потом будет бетонироваться. Все это должно быть заполнено, над ней еще есть настройка. Дальше монтажные работы будут вестись. Насосная станция, цех по утилизации отходов и сооружения – одни из вспомогательных объектов, которые запустятся одновременно с мясоперерабатывающим заводом. Он будет расположен рядом. Суперсовременный мясоперерабатывающий завод, полноценный.
с цехом переработки отходов. Здесь безотходное производство. Все продукты переработки, пирог, кровь, кишки, это все будет перерабатываться автоматически в мясокостную муку. У нас здесь практически не будет никаких отходов. В птицекомплексе планируют выпускать высококачественную продукцию под маркой «Халяль». Колбасы, сосиски, полуфабрикаты и многое другое. Учитывая, что это пока первый промышленный объект такого масштаба в регионах Северного Кавказа, уже есть спрос и на международном рынке. Спрос на высококачественную продукцию, мясную продукцию «Халяль», он очень большой. Поэтому есть предварительные договоренности и с Эмиратами, и с Узбекистаном, и с другими мусульманскими странами на поставки. В принципе, проблем с реализацией особых мы здесь не видим. Решится вопрос и с рабочими местами. После ввода в эксплуатацию тут могут одновременно работать более 400 рабочих. Этой новостью доволен и бригадир Муса Хадзиев. После баранины самое лучшее — это индейка, для ингушей тем более. Когда завершат вот эту работу, если у них получится завершить все это нормально, то для людей, близлежащих сел, будет работа всем. Запустить птицекомплекс намерены уже в первом квартале 2021 года. На начальном этапе начнут производить до 5000 тонн индейки в год. Затем намерены увеличить этот показатель вдвое. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Под крышей дома своего. Долгожданное новоселье в большой семье Баркинхоевых. 4 года они жили на съемной квартире, а последние 3 ютились в небольшом щитовом домике. Теперь жилищная проблема в прошлом. Со строительством помогли представители ТЭПа. Радость новоселов разделил Муслим Ганиев. В новый дом семья Баркинхоевых только заехала, но с планировкой жилища уже разобралась. Гостиная, кухня, 2 спальни. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни. В приобретении собственного жилья помогли неравнодушные люди. В группе это специально Баркинхой кейнах бы бокинах бы вашки киты колусачат тейпен нага но $100 $100 عن نيجي $100 اشتد حواش كيت برت بيا جروب يتخطي ديال شي دوحة تخطيب نوصل ديا كله صار حال إيه وقولش صار $100 تا اشت واقع ليلش اشت خدوخش ديانا أو يجو اشتنا ياز ديادر بلجين موية اشت نصو اشت بلجين موية اشت اشتيا. Семья переехала в эту часть села около 3 лет назад. Глава семейства поставил здесь небольшой жилой вагончик, в котором жили 8 человек, 6 детей и родителей. За 3 года стены жилья обветшали, везде сквозило, ночью все мерзли. А во время ураганного ветра и ливней в конце мая этого года ветром снесло крышу дома. Старое жилище семьи Баркинхоевых стояло на этом месте. Здесь до сих пор остался фундамент несущих стен. Щитовой дом был площадью не более 12 квадратных метров. Новый же больше него в 12 раз. Построили его всего лишь за полгода. Протянули руку помощи пострадавшей семье представители всего ТЭПа Баркинхоевых. Каждый помогал, чем мог. Выполняли строительные работы, бесплатно предоставляли стройматериал, установили за свой счет окна и двери. Изначально здесь нас сюда приходили, мы видели, здесь у нас стояли вагончики в этих. Крыша протекала, дети вообще лежали в сырости, спать негде было. О холодных сырых ночах новоселы будут разве что вспоминать. В новый дом провели евроотопление, газ, электричество, есть и теплая вода. Теперь этим детишкам есть где комфортно жить и тепло спать. У семьи Баркинхоевых в этот день несколько поводов для радости. Помимо переезда у самого младшего сына день рождения. Ему исполнился ровно год. Про подарки в суматохе родители и гости забыли. Но, наверное, самый большой для него презент – это крыша над головой. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Исмаил Муцольгов. Новости 24.
В мире коронавирусом болеют более 50 миллионов человек, более 100 тысяч человек. В большинстве европейских стран вновь ввели режим самоизоляции. В списке самых ковидных стран Россия на 5-м месте. За сутки в стране выявлено снова рекордных 21 798 новых случаев. Общее число больных перевалило за 1 миллион 796 тысяч. В регионе суточный прирост составил 66 случаев. В списке официально зарегистрированных заболевших за все время порядка 8 тысяч человек. Выздоровело более 6 тысяч. Не опять основа. Проблема забытого мусора все так же актуальна в регионе. На этот раз тревогу бьют жители микрорайона Юбилейный в Назране. Несвоевременный вывоз бытовых отходов доставляет массу неудобств. Мусор периодически скапливается, отчего неприятный запах по округе и полная антисанитария. На фоне всего этого жители еще и получают счета на оплату. Вопрос за что? В чьей зоне ответственности мусорный коллапс и кого звать на помощь, если экосистема не справляется, выяснил наш корреспондент. Причем вывозили без малута. Мусорные баки переполнены, как и чаша терпения всех жильцов микрорайона Юбилейный, признается Луиза Чемурзиева. По ее словам, наблюдать день за днем, как накапливаются горы отходов. Здесь, во дворе многоквартирного дома по улице Новая, просто невыносимо. Не говоря уже о запахе, из-за которого невозможно иной раз выйти с детьми на игровую площадку. С начала моего здесь проживания периодически эта проблема с мусором у нас всплывает. Я не спорю, вывозили 2 раза в неделю до 1 ноября 2019 года. Вывозили, так, на процентов 70, можно так сказать. Но все равно работали. Потом пришел «Чистый мир», как управляющая компания, и как оператор по вызову мусора, по согласию всех жильцов, нам вывозил мусор «Чистый мир». Вывозил чисто, бесспорно, вообще никаких претензий. Потом «Чистый мир» от нас отказался. Люди были не согласны с их тарифами. Потом пришел нам опять, вывозит нам мусор ЖКХ. Вывозили каждый день, но вывозили тоже с горем пополам. Не чисто, как хотелось бы. И на протяжении 10 дней наш мусор вообще не вывозился. Мы обратились во все всевозможные инстанции, реакции никакой. Но в итоге, видимо, им самим стало стыдно. Вот вчера буквально начали вывозить мусор. Вот вы видите, сами вывозят. По несколько машин приезжает, даже сегодня вычищают последнее. Мусор с этого двора уже сегодня начали вывозить, рассказывают жильцы. Они в недоумении. Понадобится ли каждый раз затрачивать столько сил и нервов, чтобы региональные операторы по уборке мусора приступили к своим обязанностям, непонятно. Почему все-таки приостановили вывоз отходов, рассказывает сотрудник управляющей компании ООО «Чистый мир». Мы приостановили вывоз мусора с 2019 с ноября до августа 2020 мы каждый день тут мусор вывозили. У нас пятница выходной был, пятница на субботу тут завал был, поэтому даже выходной мы исключили, каждый день вывозили мусор. Так как у нас тут долг уже, сейчас даже у нас долг тут около 150 тысяч, так примерно долг, за это мы приостановили вывоз мусора. Сейчас вывозом отходов со дворов микрорайона занимаются коммунальщики. И, как рассказывает Муса Харсиев, это вынужденная мера, предпринятая для того, чтобы мусор не накапливался. По его словам, беспорядок связан с тем, что единый региональный оператор «Экосистема» не справлялся со своими обязанностями. Мы на сегодняшний день работой данной компании недовольны на основании именно этих жалоб населения. Потому как экосистема представляет исковые производства, но при этом якобы не оказывает услуги населению. Сейчас по жалобам здешних населения мы подключили сюда наш МУП по ЖКХ, сняли с дороги, то есть с нашей муниципальной территории одну машину «Газель» и занимаемся сейчас погрузкой этого мусора. Но на самом деле этим видом деятельности должна заниматься экосистема. Жильцы, мягко говоря, недоумении из-за всей неразберихи. Ведь когда за обслуживание домов взялась управляющая компания «Чистый мир», их никто не уведомлял. И сегодня, помимо этой ситуации, остро стоит и другой вопрос. На каком основании без нашего ведома могут заключать с нами договор? С «Чистым миром». Так получается. И на меня выставили 8 с чем-то
За что я должна платить? Просто к нам пришел чистый мир спонтанно. Мы не знали. Передали нас как управляющую компанию. Пришла к нам управляющая, кто директор или управляющие компании. Не предупредив, приступили к работе. Убирались, подметали. Периодически ломался лифт. Были ремонты, были и так, что не обращают внимания, нам самим приходилось. Но тоже 50 на 50, одним словом. Из-за этого люди тоже не хотят платить как бы ни за что. Но нам кажется, что это ни за что. Нас не уведомили. Нас уведомили тогда, когда нам выставили счета за полгода. То есть вообще никаких договоров мы не заключали. Приходили суды, что нам нужно оплачивать, у кого-то 5, больше 5 до 9 тысяч. И сейчас за последние несколько месяцев, наверное, еще больше накопилось. И уже людям начали списывать с их рабочих и пенсионных карт эти задолженности. За что мы должны платить? Вопрос, который можно услышать абсолютно от всех собравшихся здесь жителей домовладения номер 25. В свою очередь разъясняет представитель управляющей компании «Чистый мир». У нас по графику с 9 этажа мы мыли каждый подъезд. Понедельник, вторник, среда, четверг, вот проходили до субботы. Недели 2 раза, вот первые этажи недели 2 раза мы мыли. И покос травы у нас было, ремонт вот этих лампочек было. Ямочные работы делали, выкачка канализационных вот этих, замена труб было. Что еще там, лифты чинили, скамейки чинили, убирали, все делали. За это вот управляющая компания, у них свой счет у них 14,50 за квадратный метр. Это не мы ставили. Администрация тендер выставит, покупатель тендер. 14,50 Впрочем, кто виноват в сложившейся ситуации, разбираться жильцы многоквартирного дома порядком уже устали. Мусор хоть и начал вывозиться со дворов, но нельзя сказать, что проблема решена окончательно. Амина Бокова, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24. Фильм ингушского режиссера Амура Амирханова «Сойти сын Зовули» получил приз за лучшую режиссуру на 13-м Чебоксарском международном кинофестивале. В этом году за призы и дипломы боролись 24 картины из 13 регионов России. 6 дней члены жюри и зрители отсматривали фильмы участников. Художественный руководитель кинофестиваля Сергей Лаврентьев особо отметил работу ингушского кинорежиссера и добавил, что такого рода фильмов должно быть побольше, потому что именно на Кавказе огромный потенциал и культурный пласт для создания кино хорошего качества. Напомню, кинофестиваль проводится с 2008 года, а уже в 2009 Минкульт России поддержал инициативу руководства Чувашской республики сделать его традиционным. Для меня это на самом деле очень лестная оценка. Конечно, фильм получает всевозможные награды, и российские, и зарубежные, и еще возьмет, да, Андали. Но приз за лучшую режиссуру для меня лично очень значимый, потому что когда кино не получается, все ругают режиссера, а когда оно получается, все говорят, что была очень крутая команда съемочная. В общем, поэтому для меня это очень лестная оценка, и, конечно, это, так сказать, укрепление моей уверенности в том, что я могу продолжать дальше и работать, и создавать новое ингушское кино. Новый детский сад на 220 малышей строится в сельском поселении Инарки. Для детей и воспитателей создаются комфортные условия. Удобные классы, столовая и актовый зал, помещения для кружковых занятий. Будет все. Объект возводится в рамках национального проекта «Демография». Строительство начали в прошлом году, а когда планируют завершить, расскажет Идрис Ижиев. Строительство нового детского сада в селении Инырки идет полным ходом. Открытие объекта с нетерпением ждут местные жители. Он станет первым дошкольным учреждением в селении. Все ждут детского сада. Вот у нас, например, моя внучка посещает детский сад в городе. Мы ее каждый день возим туда, в город. А если здесь, когда есть рядом детский сад, конечно же, рядом, когда можно, очень, да, удобно. Вот есть у нас такие проблемы, конечно, много, у нас детей очень много дошкольного возраста, которые сидят дома. Некому их отослать, например. Не у всех же возможности бывает каждый день возить детей в город, там, за пределы, там еще есть, в районе есть, вот в Седахе есть садик у нас рядом, а у нас не было. Вот, наконец-то,
Наша мечта, наверное, скоро времени сбудется. Мы надеемся, Строительство начали еще в прошлом году. 150 рабочих задействовано при возведении объекта площадью свыше 4000 квадратных метров. Строители разделились на несколько бригад. Большинство заняты внутренней кладкой. Магомед Гирей Аспиев, кладчик с многолетним стажем. Его группа возводит стены. Его только надо выполнить. Каждый положенный кирпич – это деньги. Поэтому надо работать быстро, четко. Здание рассчитано на 220 мест. Просторные классы, совмещенные со спальнями, отдельные санузлы для каждой группы, столовая и актовый зал. По проекту новый детский сад будет оснащен всем необходимым для комфортного времяпрепровождения дошкольников. Объект строится согласно графику. Возведены все этажи и перекрытия. Перед ним основной блок есть бямбу, 70% работы завершена. Осталось где-то 30% работы. Кладка яй, шахты ятай. Бетоны балгыжлят. Совоз балбер жолы кобок бы, табята, этажлы кери, шахты же, алмаушер этажи ятай, загвоздки шамханда. Строительство детского сада ведется в рамках нацпроекта «Демография». Помимо этого, в Малгобекском районе строятся еще несколько социальных объектов. На сегодняшний день именно в рамках нацпроектов идет строительство 3 детских садов. Вот одна площадка в Идарках, идет строительство детского сада в Зязиково-Юрте и в Средних Ачулыках. Но в Средних Ачулыках практически уже все. Садик построен, он в ближайшее время введен будет в эксплуатацию. Сдача объекта намечена на декабрь. Сейчас тяжелая техника готовит основание дворовой территории. В дальнейшем здесь уложат плитку, бордюры, проведут озеленение и освещение двора. После окончания всех работ жители села получат большой и современный детский сад, рассчитанный на всех детей в округе. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Музей краеведения пополнился новыми артефактами, найденными в Ляжге. Предметы быта, часть одежды и украшения предположительно датируются поздним средневековьем. Экспонаты, представляющие огромное значение для всего ингушского народа, в дар музею передал Тамерлан Беков. История находок в сюжете Тамары Хашагульговой. Тамерлан Беков и подумать не мог, что очередная поездка в горы к Радовым башням станет для него историческим днем. В Ляжге представителей рода Бековых ждала неприятная картина. Один из 2 склепов рядом с боевой башней обвалился, предположительно из-за того, что кто-то утащил угловые камни могильника. Один из склепов совсем был разрушен. Была попытка там унести камень фундаментный, который находился там в основании. И после этого, наверное, от воды или от дождя вынесла часть костей, предметы разные. Но смотреть на это было очень тяжело. Тамерлан и его родные решили, ценные артефакты в разрушенном склепе оставлять нельзя. Они могут стать легкой добычей для чернокопателей. Поэтому их решили передать в музей краеведения. Все, что получилось собрать и почистить, теперь хранится здесь. Ну вот это практически единственный рисунок. Здесь более тонкие. Бусины, наперстки, ножи, ножницы, 4 разновидности кресел и оселки. Предметы быта, часть одежды и украшения, по предположительным данным, датируются поздним средневековьем. Это боевые ножи, это чисто бытовая утварь, как те ножи, которые пользовались в быты люди. Ну и говорит об аристократичности ингушской нации, то, что вот наличие небольших ножиков, которые пользовались в приеме пищи, например, да. Десятки вещей, найденных в Ляжге, имеют свою уникальную историю. Однако наибольший интерес у музейщиков вызвали серьги-подвески и кусачки. Мы можем предположить, что это кусачка для ногтей и чистилка для ногтей рядом. Это с наличием бронзы здесь идет предмет, он не железный, с такой вот петелькой для подвешивания, то есть в то время женщины следили и за внешностью, и за своими ногтями. Находки имеют неоценимое значение не только для выходцев из селения Ляжги, но и для всего ингушского народа. Когда смотришь, что некоторые памятники наши разрушаются, то становится очень грустно, тяжело.
Артефакты будут реставрировать и консервировать, после чего они пополнят выставочный зал археологии, где любой желающий сможет их увидеть. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. 2 золота и бронзу завоевали ингушские каратисты по итогам 3-х всероссийских игр боевых искусств. Победителями состязаний стали Резван Хамхоев и Амирхан Миржоев. Ислам Героев получил бронзу. Участие в состязаниях приняли более 250 спортсменов из регионов СКФО в возрасте от 18 до 25 лет. Соревнования проводились в 7 видах единоборств: айкидо, всестилевое карате, кикбоксинг, тайский бокс, кёкусинкай, тхэквондо и самбо. Победители игр примут участие в финальном этапе, который пройдет в декабре в Москве. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.